Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего урока – сверточная нейронная сеть. Наилучшие результаты в области распознавания лиц показала Convolutional Neural Network или сверточная нейронная сеть, которая является логическим развитием идей таких архитектур нейросети, как когнитрона и неокогнитрона. Успех обусловлен возможностью учета двумерной топологии изображения, в отличие от многослойного перцептрона. Сверточная нейронная сеть обеспечивает частичную устойчивость к изменениям масштаба, смещениям, поворотам, смене ракурса и прочим искажениям. Сверточные нейронные сети объединяют три архитектурных идеи для обеспечения инвариантности к изменению масштаба, повороту, сдвигу и пространственным искажениям. Локальные рецепторные поля обеспечивают локальную двумерную связность нейронов. Общие синаптические коэффициенты обеспечивают детектирование некоторых черт в любом месте изображения и уменьшают общее число весовых коэффициентов. Иерархическая организация в пространственными подвыборками. На данный момент сверточная нейронная сеть и ее модификации считаются лучшими по точности и скорости алгоритмами нахождения объектов на сцене. Начиная с 2012 года нейросети занимают первые места на известном международном конкурсе по распознаванию образов ImageNet. Структура сверточной нейронной сети. СНС состоит из разных видов слоев. Сверточные слои, субдискретизирующие слои и слои обычной нейронной сети, перцептрона, в соответствии с рисунком. Первые два типа слоев, чередуясь между собой, формируют входной вектор признаков для многослойного перцептрона. Свое название сверточная сеть получила по названию операции свертка, суть которой будет описана дальше. Сверточные сети являются удачной серединой между биологически правдоподобными сетями и обычным многослойным перцептроном. На сегодняшний день лучшие результаты в распознавании изображений получают с их помощью. В среднем точность распознавания таких сетей превосходит обычные искусственные нейронные сети на 10-15%. СНС – это ключевая технология Deep Learning. Основной причиной успеха СНС стала концепция общих весов. Несмотря на большой размер, эти сети имеют небольшое количество настраиваемых параметров по сравнению с их предком – неокогнитроном. Имеются варианты СНС, похожие на неокогнитрон. В таких сетях происходит частичный отказ от связанных весов, но алгоритм обучения остается тем же и основывается на обратном распространении ошибки. СНС могут быстро работать на последовательной машине и быстро обучаться за счет чистого распараллеливания процесса свертки по каждой карте, а также обратной свертки при распространении ошибки по сети. На рисунке продемонстрирована визуализация свертки и подвыборки. Топология сверточной нейросети. Определение топологии сети ориентируется на решаемую задачу, данные из научных статей и собственный экспериментальный опыт. Можно выделить следующие этапы, влияющие на выбор топологии. Определить решаемую задачу нейросетью, классификация, прогнозирование, модификация. Определить ограничения в решаемой задаче, скорость, точность ответа. Определить входные: тип, изображение, звук, размер 100 на 100, 30 на 30, формат RGB в градациях серого и выходные данные, количество классов. Решаемая нашей нейросетью задача – классификация изображений, конкретно лиц. Накладываемые ограничения на сеть – это скорость ответа, не более 1 секунды, и точность распознавания не менее 70%. Общая топология сети в соответствии с рисунком. Входной слой.
Входные данные представляют из себя цветные изображения типа JPEG размера 48 на 48 пикселей. Если размер будет слишком велик, то вычислительная сложность повысится, соответственно, ограничения на скорость ответа будут нарушены. Определение размеров данной задачи решается методом подбора. Если выбрать размер слишком маленький, то сеть не сможет выявить ключевые признаки лиц. Каждое изображение разбивается на 3 канала – красный, синий, зеленый. Таким образом, получаются 3 изображения размером 48 на 48 пикселей. Входной слой учитывает двумерную топологию изображений и состоит из нескольких карт, матриц. Карта может быть одна в том случае, если изображение представлено в оттенках серого, иначе их 3, где каждая карта соответствует изображению с конкретным каналом – красным, синим и зеленым. Входные данные каждого конкретного значения пикселя нормализуются в диапазон от 0 до единицы по формуле. Сверточный слой представляет из себя набор карт. Другое название – карты признаков. В обиходе это обычные матрицы. У каждой карты есть синаптическое ядро. В разных источниках его называют по-разному – сканирующее ядро или фильтр. Количество карт определяется требованиями к задаче. Если взять большое количество карт, то повысится качество распознавания, но увеличится вычислительная сложность. Исходя из анализа научных статей, в большинстве случаев предлагается брать соотношение 1 к 2, то есть каждая карта предыдущего слоя, например, у первого сверточного слоя предыдущим является входной, связана с 2 картами сверточного слоя в соответствии с рисунком. Количество карт 6. Размер у всех карт сверточного слоя одинаковый и вычисляются по формуле. Ядро представляет из себя фильтр или окно, которое скользит по всей области предыдущей карты и находит определенные признаки объектов. Например, если сеть обучали на множестве лиц, то одно из ядер могло бы в процессе обучения выдавать наибольший сигнал в области глаза, рта, брови или носа. Другое ядро могло бы выявлять другие признаки. Размер ядра обычно берут в пределах от 3 к 3 до 7 к 7. Если размер ядра маленький, то оно не сможет выделить какие-либо признаки. Если слишком большое, то увеличивается количество связей между нейронами. Ядро представляет собой систему разделяемых весов или синапсов. Это одна из главных особенностей сверточной нейросети. В обычной многослойной сети очень много связей между нейронами, то есть синапсов, что весьма замедляет процесс детектирования. В сверточной сети, наоборот, общие веса позволяют сократить число связей и позволяют находить один и тот же признак по всей области изображения. Изначально значения каждой карты сверточного слоя равны 0. Значения весов ядер задаются случайным образом в области от минус 0,5 до 0,5. Ядро скользит по предыдущей карте и производит операцию свертка, которая часто используется для обработки изображений. Формула. Неформально эту операцию можно описать следующим образом. Окном размера ядра G проходим заданным шагом, обычно 1, все изображение F. На каждом шаге поэлементно умножаем содержимое окна на ядро G. Результат суммируется и записывается в матрицу результата, как на рисунке. При этом, в зависимости от метода обработки краев исходной матрицы, результат может быть меньше исходного изображения, такого же размера или большего размера в соответствии с рисунком. В упрощенном виде этот слой можно описать формулой. При этом за счет краевых эффектов размер исходных матриц уменьшается. Формула.
Подвыборочный слой. Подвыборочный слой так же, как и сверточный, имеет карты, но их количество совпадает с предыдущим слоем. Их 6. Цель слоя – уменьшение размерности карт предыдущего слоя. Если на предыдущей операции свертки уже были выявлены некоторые признаки, то для дальнейшей обработки настолько подробное изображение уже не нужно, и оно уплотняется до менее подробного. К тому же фильтрация уже ненужных деталей помогает не переобучаться. В процессе сканирования ядром подвыборочного слоя, фильтром, карты предыдущего слоя, сканирующее ядро не пересекается, в отличие от сверточного слоя. Обычно каждая карта имеет ядро размером 2 на 2, что позволяет уменьшить предыдущие карты сверточного слоя в 2 раза. Вся карта признаков разделяется на ячейки 2 на 2 элемента, из которых выбираются максимальные по значению. Обычно в подвыборочном слое применяется функция активации ReLU. Операция подвыборки или Max Pooling – выбор максимального в соответствии с рисунком. Формально слой может быть описан формулой. Полносвязный слой. Последний из типов слоев – это слой обычного многослойного персептрона. Цель слоя – классификация, моделирует сложную нелинейную функцию, оптимизируя которую улучшается качество распознавания. Нейроны каждой карты предыдущего подвыборочного слоя связаны с одним нейроном скрытого слоя. Таким образом, число нейронов скрытого слоя равно числу карт подвыборочного слоя, но связи могут быть не обязательно такими. Например, только часть нейронов какой-либо из карт подвыборочного слоя может быть связана с первым нейроном скрытого слоя, а оставшаяся часть со вторым, либо все нейроны первой карты связаны с нейронами первого и второго скрытого слоя. Вычисление значений нейрона можно описать формулой. Выходной слой. Выходной слой связан со всеми нейронами предыдущего слоя. Количество нейронов соответствует количеству распознаваемых классов, то есть 2 лицо и нелицо. Но для уменьшения количества связей и вычислений для бинарного случая можно использовать один нейрон и при использовании в качестве функции активации гиперболический тангенс. Выход нейрона со значением 1 означает принадлежность к классу нелица. Напротив, выход нейрона со значением 1 означает принадлежность к классу лиц. Выбор функции активации. Одним из этапов разработки нейронной сети является выбор функции активации нейронов. Вид функции активации во многом определяет функциональные возможности нейронной сети и метод обучения этой сети. Классический алгоритм обратного распространения ошибки хорошо работает на двухслойных и трехслойных нейронных сетях, но при дальнейшем увеличении глубины начинает испытывать проблемы. Одна из причин – так называемое затухание градиентов. По мере распространения ошибки от выходного слоя к входному на каждом слое происходит домножение текущего результата на производную функции активации. Производная у традиционной сигмоидной функции активации меньше единицы на всей области определения. Поэтому после нескольких слоев ошибка станет близкой к нулю. Если же наоборот функция активации имеет неограниченную производную, как, например, гиперболический тангенс, то может произойти взрывное увеличение ошибки по мере распространения, что приведет к неустойчивости процедуры обучения. Функция активации ReLU. Известно, что нейронные сети способны приблизить сколь угодно сложную функцию, если в них достаточно слоев и функция активации является нелинейной. Функции активации вроде сигмоидной или тангенциальной являются нелинейными, но приводят к проблемам с затуханием или увеличением градиентов. Однако можно использовать и гораздо более простой вариант – выпрямленную линейную функцию активации, которая выражается формулой. График функции ReLU в соответствии с рисунком.
Преимущество использования ReLU. Ее производная равна либо единице, либо нулю, и поэтому не может произойти разрастание или затухание градиентов, так как, умножив единицу на дельту ошибки, мы получим дельту ошибки. Если же мы бы использовали другую функцию, например, гиперболический тангенс, то дельта ошибки могла бы либо уменьшиться, либо возрасти, либо остаться такой же, то есть производная гиперболического тангенса возвращает число с разным знаком и величиной, что можно сильно повлиять на затухание или разрастание градиента. Более того, использование данной функции приводит к прореживанию весов. Вычисление сигмоида и гиперболического тангенса требует выполнения ресурсоемких операций, таких как возведение в степень, в то время как ReLU может быть реализован с помощью простого порогового преобразования матрицы активации в нуле. Отсекает ненужные детали в канале при отрицательном выходе. Из недостатков можно отметить, что ReLU не всегда достаточно надежно и в процессе обучения может выходить из строя. Например, большой градиент, проходящий через ReLU, может привести к такому обновлению весов, что данный нейрон никогда больше не активируется. Если это произойдет, то начиная с данного момента градиент, проходящий через этот нейрон, всегда будет равен нулю. Соответственно, данный нейрон будет необратимо выведен из строя. Например, при слишком большой скорости обучения learning rate может оказаться, что до 40% ReLU мертвы, то есть никогда не активируется. Эта проблема решается посредством выбора надлежащей скорости обучения. Обучающие выборки, использующиеся в экспериментах. Обучающая выборка состоит из положительных и отрицательных примеров, в данном случае из лиц и не лиц. Соотношение положительных к отрицательным примерам 4 к 1, 8000 положительных и 2000 отрицательных. В качестве положительной обучающей выборки использовалась база данных LFW3D. Она содержит цветные изображения фронтальных лиц типа JPEG размером 90 на 90 пикселей в количестве 13 тысяч. База данных предоставляется по FTP. Доступ осуществляется по паролю. Для получения пароля необходимо заполнить на главной странице сайта простую форму, где надо указать свое имя и электронную почту. Пример лиц из базы данных показан в соответствии с рисунком. В качестве отрицательных обучающих примеров использовалась база данных SAN-397. Она содержит огромное количество всевозможных сцен, которые разбиты по категориям. Всего 130 тысяч изображений, 908 сцен, 313 тысяч объектов сцены. Общий вес этой базы составляет 37 гигабайт. Категории изображений весьма различны и позволяют выбирать более конкретную среду. Например, если априори известно, что детектор лиц предназначен только для распознавания внутри помещения, то нет смысла использовать обучающую выборку природы, неба, гор и так далее. По этой причине автором работы были выбраны следующие категории изображений: жилая комната, кабинет, классная комната, компьютерная комната. Примеры изображений из обучающей выборки SAN-397 показаны в соответствии с рисунком. Ну и результаты. Прямое распространение сигнала от входного изображения размером 90 на 90 пикселей занимает 20 миллисекунд. 3000 миллисекунд в мобильном приложении. При детектировании лица в видеопотоке в разрешении 640 на 480 пикселей возможно детектировать 50 неперекрытых областей размером 90 на 90 пикселей. Полученные результаты с выбранной топологией сети хуже по сравнению с алгоритмом Виолы-Джонса. Ну и выводы. Сверточные нейронные сети обеспечивают частичную устойчивость к изменениям масштаба, смещениям, поворотам, смене ракурса и прочим искажениям. Ядро представляет из себя фильтр, который скользит по всему изображению и находит признаки лица в любом его месте.
инвариантность к смещениям. Подвыборочный слой дает увеличение скорости вычислений минимум в 2 раза за счет уменьшения размерности карт предыдущего слоя. Фильтрация уже ненужных деталей. Поиск признаков более высокого уровня для следующего сверточного слоя. Последние слои. Слои обычного многослойного персептрона. 2 полносвязанных и 1 выходной. Этот слой отвечает за классификацию. С математической точки зрения моделирует сложную нелинейную функцию, оптимизируя которую улучшается качество распознавания. Число нейронов в слое 6 по числу карт признаков подвыборочного слоя. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Увидимся на следующих уроках. Спасибо большое за внимание.